Всем привет, друзья! По многочисленным просьбам, которые поступают мне и в личку, и так в комментариях на канале, почему ты не показываешь, не снимаешь рыбалку сетями, как ты ловишь рыбу сетками, как ты выпутываешь. Сегодня будет короткий ролик именно о том, как я ловлю рыбу, заготавливаю осеннюю рыбалку сетями. Весной мы заготавливаем на продольники. Прошлый год также заготавливали с помощью сеток. Сетки, заранее вам скажу, которые будут писать комментарии: вот браконьеры туда-сюда. Сетки у нас в Республике Коми разрешены законом от распаления льда до 15 июня. И осенью также разрешены после 10 октября. Октябрь у нас уже 10 давно прошло, так что сейчас мы можем ловить рыбу сетками на законных основаниях. Вот. Сетки у меня зарегистрированы длиной 50 метров. Это две сетки по 15 метров и одна сетка длиной 20 метров. Также ячея 40 миллиметров. Также у Романа 3 сетки, так что мы с Романом можем вполне ловить рыбу на 6 сеток общей длиной 100 метров. Это информация для тех, кто будет писать комментарии всякие такие. Вот. И складывать мы сегодня рыбу будем в наш контейнер Арктика. Очень удобная штука. Вот такой я уже показывал им его. Вот такой отсек. Это в жару сохранять рыбу самое милое дело. 40-литровый контейнер. Сверху можно сидеть на нем, стоять. До 100 килограммов вес выдерживает. Также в качестве столика. Очень удобная вещь. Также переносить, если считай 40 литров, тут около 30 килограмм можно втюхать сюда рыбы, даже больше, 35, наверное. И мало места занимает, не протекает, легко моется. Есть слив для конденсата. Вот все. Четенький контейнер. Кому интересно, можете посмотреть ссылку также на контейнер, где я заказывал этот контейнер. Я оставлю в описании. Если будут вопросы, пишите в личку. Ну, в принципе, что вопросы? Отличный контейнер. В жару незаменимая вещь. Также можно зимой перевозить продукты, чтобы они не замерзли. Или рыбу, если не хотите, чтобы она колом стала, допустим, при перевозке. Очень удобная вещь. Вот. Сегодня рыбу прямо сюда и будем складывать. Надеюсь, что-нибудь да мы поймаем. Все, давайте приступаем к нашей проверке. Одному немного неудобно, конечно, проверять, но попробуем. По крайней мере, так, надеюсь, все будет видно. Обычно, когда я один проверяю, я сначала, чтобы не рвать сеть, сначала выпутываю рыбу, потом натягиваю. Вон мы видим уже первую рыбу. Это язь. Вот такой вот язечек. Руки у меня уже, надо в перчатках вообще-то заниматься этой рыбалкой. Он даже в 40-ку не лезет. Здоровый язь. Надо 45-ки, наверное, ставить. Так, первый пошел. Сопли сразу смоем. Все, расправили. Вон второй вот окунь. Рыба на Печоре есть всякая. Вот окуня очень опасно выпутывать.
У него как лезвие на жабрах. Эти колючки. Вон еще язёк. Ясь, конечно, хорошо, но я очень был бы рад щуке. Щука моя любимая рыба. Так, вон еще 2 окуня. Сети я проверяю раз в день. Сейчас осенний холодный. Летом я не ловлю сетями вовсе, потому что не понимаю, кто ловит рыбу летом сетками, потому что вода теплая. Надо проверять 5 раз в день, иначе рыба просто сварится. Иначе рыба просто сварится и испортится. Просто вон живого места уже нет у меня на руках. Все искололи, порезали уже. Эти колючие разбойники. Так, что? Есть еще что? Все. Одну сеточку мы проверили. Вот такой улов. 2 язя, 3 окуня. Начало есть. И потом вот так вот натягиваем. Вчера здесь щучка была, сегодня щуки нет. Ничего не перегораживаю. Тут вон есть где разгуляться рыбе, есть где обойти. Все, вот такая вот коротенькая сеточка. Ловись, рыбка малая велика. Но мы поедем дальше. Расставлены сетки у нас на разных местах, чтобы где потом будет попадать рыба, туда поставим, сконцентрируем. Поехали дальше. Вот наша вторая сеточка на деревяшке. Проверять сетки немножко, конечно, неудобно. На казанке удобнее. Ничего страшного, скоро пересядем. Скоро пересядем. О. Вижу вкусняшечку. Это у нас сижок пожаловал. И наши незаменимые окунярики. Как мы видим, рыба есть, и это радует. Странно, почему-то сетка в траве. Я кидал так, почему-то в траве стало. Или мотором зацепили, или кто-то проверил. Или, может быть, выдра унесла. Тоже бывает, хулиганит.
пальцы болят. Гадина. Да, с белой рыбы, конечно, проще сетками заниматься, они хоть не колючие. А окунь это... Это монстр. Все. На траве ничего нет. Так. Ну теперь как-то надо натянуть ее. Ну вот. Улов растет. Инскадан. Сейчас мы ее натянем. Как надо. И на завтрашней проверке, я так думаю, будет уже интересней. Ладно, встречаемся на следующей сетке. Так, приехали. Опа. Еще к одной сетке. И что я вижу? Я вижу щуренцию. Красотку. Красоточку нашу. Щуренция влетела. Вот такая вот зубастая девочка. Так. Сейчас постараем с минимальными повреждениями для сетки выпутать тебя. Вот это Инскадан. Че кусаешься ты, подруга? Плащ порвешь, отпусти. За плащ укусила. Ага. Вот так вот. Почаще бы так. Так. Это хорошо. Это очень хорошо. Окуня вижу еще. Оп. Так. И вроде все. Ну и на этом спасибо.
Ловись, рыбка, малая и велика. Поехали дальше. Так. Еще одна сеточка. Что-то здесь пусто. Никогошеньки не было. Что-то есть. Плотва. И окунь. О, еще окунь. Еще окунь. И все. Так что встречаемся на следующей сетке. Пока выпутаю. Еще одна сеточка. Опа, дыра какая появилась. Кто-то здесь был. Или щука порвала, или хрен его знает что. Этой дырки здесь не было. Что-то есть. Окунь. Окушок. Когда ловится хорошо на удочку, поймать можно быстрее. Но сейчас месяц октябрь, и на удочку рыба уже не ловится. Так что единственный способ, как можно поймать рыбу, это на сети. В природе нет плохой погоды. Бывает просто иногда дождь, снег, ветер. А так все нормально. Подъехали к крайней шестой сеточке. Она 20-метровая у нас. По длине. О! Вижу окуня, вижу язя. Так, ну иди. Блин. Рыба есть. И это хорошо. И это радует. Тихо будь. Язёчек. С язям будем делать консервы. С плотвым будем консервы делать. А окунем будем солить, вялить, коптить. Зима длинная. Зимой так рыбу не половишь. Зимой только свежачок, если повезет. Или налимчика, или хрюска на лесных речках. А так зимой, о, как скрутили-то ее. Крутильки, вертельки. Так, надо расправлять все вот это. Иначе на следующий раз рыба не попадет. Вот когда я один проверяю, как бы, когда вдвоем хорошо, один держится, второй проверяет. А когда один вот так вот вдоль берега вытаскиваю, потом на моторке вывожу на середину. И нормально. Лишь бы не ураганный ветер был.
Не знаю, я не люблю снимать рыбалку на сети. Не знаю, кому-то нравится это смотреть или нет. Ну, на продольнике, согласитесь, интереснее. Тут просто продуктивнее, да. А на продольнике интереснее. Лично мне вот эта рыбалка такая не нравится. Интересного мало. Руки режутся, колятся. Холод будет, будут мерзнуть. А на продольнике красота. Но, ух ты, малыш. Ты-то как сюда влетел? Леску закусил, что ли? Иди гуляй, Вася. Рановато тебе еще в сетку идти. Опа. Так, видно, надеюсь. Вон. Рыба есть. Не знаю, сколько еще постоит погода, потому что середина октября уже. В любой момент может ударить заморозок. Бывает и 10 октября у нас капитально морозило, минус 10, минус 15 шугашло. Если будет минус, все эти заводюхи, курейки покроются льдом. И уже так вот не порыбачишь. А на улице уже холодно. Рыбу сохранять не нужно ни морозильники, ничего. В рассольчике она отлично сохранится всю зиму в ведре. Солененькая. В любой момент достал. С картошечкой. Вкусняшечка. Зимой, чтобы поймать столько рыбы, я не знаю, что надо сделать. Вы сами видели, зимняя рыбалка у нас не очень так клевая, скажем там. Окуня на реке вот много, да, валом его миллионы, миллиарды, да. А зимой его поймать, это практически нереально, скажем так. Куда он прячется, куда уходит, хрен его знает. Но зимой его нету нигде. На озерах он мелкий, на реке его не поймать. Очень редко бывает продольники на налимов попадется. Очень-очень редко. Так что окуня мы будем ловить осенью по открытой воде. Что мы сейчас и делаем. Так, ну что, я так думаю, это будет долго и муторно смотреть все то, что как я распутываю. В общем, как все распутаю, так и подведем результат. Пока выключаемся. Так, ну вот закончили мы нашу проверку сетей сегодняшнюю. Ну вот наш контейнер Арктика практически полный. Ну не полный, но половина точно есть. Чуть больше половины. Если контейнер 40-литровый, значит здесь литров 25 как минимум. В основном это окунь. Порадовал, конечно, сижок, щучка. Все прекрасно. А на сегодня все. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Всем пока.